Доброе утро, телезрители каналов Якутия-24, НВК Саха «Утро Якутии» в эфире. Сегодня среда, 6 сентября на календаре. Меня зовут Павел Танин. Вместе с вами встречаю наступивший день. Поэтому просыпаемся, заряжаемся на плодотворный, хороший, радостный день. И вот о чем будем сегодня говорить, чтобы, собственно, день таким и получился. Сегодня поговорим о предстоящем форуме общественности Сибири и Дальнего Востока «Лидеры ВОО-ПИК. Восточный вектор». Ожидаем в студии председателя Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслана Васильева. Действительно ли заблокируют VPN-сервисы в стране и что делать, если звонят мошенники и сбрасывают звонок? О проекте «Библиомобиль», который возобновляет свою работу, поговорим с сотрудником Национальной библиотеки Анной Павловой. С садоводом-любителем узнаем про один из сортов помидоров, который называется хаехсыт. В материале коллег нас также ждут прогулки по Старому Якутску и Петербургу, где прошел парад фокстерьеров. Так что оставайтесь с нами, все это в ближайший час. И помимо этого, то, что не попадает в наш эфир, всегда можете найти в нашем телеграм-канале. Ссылку на него видите внизу, там же рядом QR-код, который можно отсканировать при помощи своего смартфона и прямиком на канал попасть и подписаться. И также не забывайте о том, что обновилось недавно наше приложение НВК Саха, которое позволяет всегда оставаться в курсе событий, всегда следить за эфиром в любой точке мира, в любом месте, поэтому тоже скачивайте, пользуйтесь, пусть все у вас будет хорошо. Ну а по традиции мы начнем наш эфир, конечно же, с информации о погоде. По данным Гидромедцентра, сегодня в 6 часов утра в центральных районах Якутии температура воздуха составила от плюс 6 до плюс 10 градусов, в заречной группе от плюс 3 до плюс 8, в южных от 4 до 8 градусов тепла. В Вилюйской группе от 0 до плюс 3, в Нижнеленских от плюс 1 до плюс 10, в западных от минус 2 до плюс 9. В Колымо-Индигирской группе улусов от 0 до плюс 5, в Янских 3-5 градусов тепла, на северо-западе от минус 1 до плюс 5. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 8 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер востока-северо-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха днем прогреется максимум до плюс 14 градусов. Чего греха таить, многим из нас свойственна прокрастинация, откладывание на потом даже самых важных дел и телефонных звонков. Явление распространенное, но весьма вредное. Сегодня, 6 сентября, отмечается День борьбы с прокрастинацией, потому желаю вам в этот день настроить себя правильными словами, чтобы все, что вы сегодня запланировали, обязательно успели сделать. А далее знакомимся с другими датами этого дня. На календаре 6 сентября. Сегодня отмечают День образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму. День борьбы с прокрастинацией. День продающего сторителлинга. Сторителлинг – умение увлекательно рассказать историю о продукте, бренде, эксперте или услуге. По народному календарю наступал День Евтихия Тихого. День должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть их собрать. Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год. В этот день Томас Бланчард запатентовал токарный станок. Это был первый деревообрабатывающий профильный станок для контурной обработки изделий из дерева. Он позволял производить детали нестандартных форм и мог заменить труд 13 человек. В Санкт-Петербурге на Фонтанке был открыт и египетский мост. Порталы, колонны, карниз, решетки были украшены орнаментами из египетских иероглифов. Сфинксы – единственный сохранившийся от того моста архитектурный элемент. Установлено звание «Народный артист». Первым, кто удостоился этого звания, стал гениальный Федор Шаляпин. До этого государственных званий и наград в области культуры в России не было. Ленинграду возвращено историческое наименование Санкт-Петербург, существовавшее до 1914 года. Петр I основал его в 1703 году как крепость под названием Санкт-Петербург в честь святого Петра, своего небесного покровителя. В этот день родились Акира Куросава, японский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Жан-Поль Бельмондо, французский актер театра и кино. Лучано Паваротти, итальянский оперный певец.
Юрий Шатунов – советский и российский певец, музыкант, поэт, композитор, солист группы «Ласковый май». Именины сегодня отмечают Арсений, Георгий, Кузьма, Максим и Петр. Бьемся. Письмо Марины Цветаевой выставят на торги за 2,2 миллиона рублей. Послание поэтессы Цветаевой к ее первому возлюбленному Петру Юркевичу было написано между 18 и 24 августа в 1908 году. Как сообщили представители аукционного дома, письмо поэтессы представляет коллекционную ценность музейного уровня. Там же уточнили, что Цветаева состояла в переписке с Юркевичем с 1908 по 1910 годы. Кроме того, Марина посвятила возлюбленному стихотворение «Месяц высокий над городом лег», «Если слышишь ты в сердце малиновый звон» и «Прежнему Понтику». Аукцион состоится 7 сентября. Кроме письма Цветаевой на торги будут выставлены редкие книги, уникальные рукописи, автографы и фотографии других писателей, в том числе ранний машинописный текст повести «Собачье сердце» с справками Михаила Булгакова. Ранее сообщалось, что одно из редких изданий книги «Гарри Поттер и философский камень» с автографом писательницы Джоан Роулинг выставили на аукцион в Великобритании. Организаторы торгов ожидают, что его окончательная цена может достичь 12 тысяч фунтов стерлингов или 1 миллион 465 тысяч рублей. Безусловно, вот такие вещи, они являются, наверное, артефактами истории, по-другому, наверное, их и нельзя назвать, очень ценные и позволяют, конечно же, современному миру окунаться в прошлое, узнавать, как все-таки люди в то время жили и так далее. Но вот говоря про сохранение истории, сохранение культурных каких-то памятников, завтра, 7 сентября, в Якутске состоится открытие форума общественности Сибири и Дальнего Востока «Лидеры ВООПИК. Восточный вектор» с участием представителей общественности и органов охраны объектов культурного наследия Сибири и Дальнего Востока. Какие возможности по сохранению объектов культурного наследия откроет форум, нам расскажет председатель Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслан Васильев. Руслан Васильевич, доброе утро. Рад снова видеть в нашей студии вас, такой частый гость, поэтому я думаю, все-таки история у нас как-никак сохраняется очень даже хорошо. Но вот в целом вот форум, какие вопросы на этом форуме будут подняты? Если коснуться истории, то, конечно, вот начиная с 17 века именно сибирские казаки, промышленный люд, они шли в наш край, в Якутский край, да, осваивали территорию и двигались дальше, на Дальний Восток и даже до Русской Америки. Конечно же, они строили остроги, острожки, заимки различные, постройки, и их вот эти плотницкие навыки быстро принимали наши предки, да, и они сопровождали этих экспедиций всегда, и они строили тоже, но уже строили на свой лад. Поэтому у нас вот своеобразные якутские постройки, они несколько отличаются, скажем, от сибирских, русских, да, они приспосабливали. Даже, скажем, якутский балаган есть немецкий угол, скажем, да, вот, уже с какое-то своеобразие. Ну и, к сожалению, время-то делает свое, и они начинают разрушаться. И вот как раз мы сегодня собираем снова в Якутске, именно в Якутске, да, когда-то был форпост освоения, всю Сибирь и Дальний Восток. И люди откликнулись, и все приехали сюда. Да. Сейчас будет такой форпост уже сохранения того, что было когда-то во время освоения. Совершенно правильно. Ага. Ну а получается, чего ожидаете от проведения форумов? То есть какая цель итога? Конечно, вот мы должны поделиться, если, скажем, в Сибири, да, все-таки там устоявшаяся система, там давно работают там органы ВООПИК, да, и государственные органы охраны объектов культурного наследия, и там уже есть определенные традиции по реставрации, по сохранению именно деревянного материала, скажем. А здесь уже, скажем, на Дальнем Востоке, в некоторых регионах даже нет отделений ВООПИК, понимаете, таких общественных организаций. Поэтому наша задача, скажем, поделиться опытом, чтобы наши снова сибиряки,
снова пришли сюда и уже помогли и показали, как сохранять это дерево, да, поделиться опытом своим. Что-то есть наработки у нас, скажем, да, и на Дальнем Востоке наработки есть. Вот это такой обмен опытом будет, в общем-то, очень мощный. И здесь же будут присутствовать, скажем, не только вот мы, общественники, собрались, здесь будут и госорганы, значит, какие-то законодательные моменты там. И будут, скажем, Андрей Баде, это, значит, ну, такой реставратор, да, он специалист именно в деревянном зодчестве. И вот мы поделимся. То есть такое со всех сторон будет обсуждение именно в части охраны памятников. Мы сейчас прервемся, передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они с последними новостями нас ознакомят. Потом вернемся и продолжим говорить про форум. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Российская сторона рассматривает возможность ускорения строительства газопроводов в Китае «Сила Сибири-2» и дальневосточного маршрута. Подписанный в феврале прошлого года «Газпромом» контракт по дальневосточному маршруту предусматривает поставку в Китай до 10 миллиардов кубометров в год в течение как минимум 25 лет. Правительства двух стран также подписали межправительственное соглашение, которое регулирует главным образом строительство трансграничного газопровода через реку Уссури. Маршрут «Сила Сибири-2» предусматривает поставку в КНР через территорию Монголии до 50 миллиардов кубометров газа в год из ресурсов Западной Сибири. Контракт по этому маршруту пока не подписан. Участники специальной военной операции решительно настроены начать предпринимательскую деятельность. Так, житель Чурапчинского улуса открыл собственное дело по предоставлению услуг по перевозке крупногабаритных грузов. А в Усть-Майском улусе гражданин получил статус самозанятого и открыл бизнес по производству пиломатериалов. Государственный комитет по занятости готов помочь не только безработному населению, но и поддержать участников спецоперации и их семей по трудоустройству. Так, из них обратились более 50 человек. На данный момент успели трудоустроить более 20. Остальным окажут помощь в ближайшее время. В эти дни 5-6 сентября по всей республике, во всех филиалах и представительствах Центра занятости населения проходят ярмарки вакансий. На ярмарке принимают участие более 100 предприятий приоритетных отраслей экономики и предприятия сельскохозяйственного направления. Кроме того, в рамках проводимых ярмарок вакансий гражданам будут предложены курсы для прохождения обучения. Приглашаем принять участие в ярмарках, где гражданам окажут помощь в трудоустройстве. Программу субсидирования строящих и ремонтирующих дороги компании возобновят в России. На совещании со своими заместителями премьер Михаил Мишустин сообщил, что теперь такие организации смогут получать займы на опережающее выполнение заказов, в том числе и тех, которые реализуются по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Причем ставка по льготному кредиту будет снижена до 3%. В ближайшие 4 года планируется направить на эти цели почти 700 миллионов рублей. Пульмонолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, хирург и врачи ультразвуковой диагностики в алмазной столице. Работает врачебный десант. Специалисты из Казани и Барнаула в первую очередь смотрят диспансерных пациентов, которые состоят на учете у терапевта. За первую неделю работы специалисты приняли более 100 пациентов. Эндокринолог, хирург и врач УЗИ будут вести приемы до 8 сентября. Записаться к докторам можно через участковых терапевтов. В первую очередь на консультацию направляют пациентов с уже поставленными диагнозами, тех, кто проходит лечение, и людей с выявленными во время диспансеризации заболеваниями. Такие специалисты, как ревматолог, пульмонолог и гастроэнтеролог, они не предназначены для города с населением меньше 100 тысяч. Поэтому такие узкие специалисты нам нужны для проведения консультативного приема, чтобы наши пациенты не выезжали за пределы города. Мы будем его продолжать. В течение года еще планируется приезд специалистов, но каких именно, в дальнейшем уточнимся по потребности населения. 20 сибирских елей высадили на территории мемориального комплекса Вечного огня в рамках акции «Лес Победы». Хвойные деревья были выращены в лесопитомнике на территории республики. Посадка деревьев – дань памяти участникам Великой Отечественной войны. Активисты благодарят меценатов, которые помогают озеленить и благоустроить город. По плану озеленения этой осенью в центральном округе столицы будут высажены дополнительно 168 деревьев.
Нашей паузы начали говорить о форуме, который завтра состоится уже. Это форум собственно, общественности и органов охраны памятников культурного наследия Сибири и Дальнего Востока. В гостях у нас председатель Якутского республиканского отделения ВОАПИК Руслан Васильев. Руслан Васильевич, ну вот мы поговорили о форуме, в принципе, в двух словах. Приезжают все к нам сюда. Но, опять же, не случайно, потому что у Якутии, насколько нам известно, есть фактически уникальный опыт именно работы в этом направлении по охране памятников истории, культуры и так далее. В чем уникальный опыт заключается? Конечно, вот именно общественники, когда работают с госорганами власти, всегда возникают какие-то трения, да, непонимания. И вот, к сожалению, вот эта тенденция, она во всей России нашей как бы вот превалирует, да. А здесь мы как-то нашли точки взаимодействия. Да, конечно, мы спорим, да, какие-то, но вектор движения у нас один. Поэтому это очень интересно для регионов, и они хотели бы как раз приехать и этот наш опыт получить. Да? И я бы хотел сказать, что Якутия – это уникальный как бы, момент, она подтверждает еще раз поддержка органов власти общественных инициатив. Да, вот, потому что это была наша инициатива, которая поддержана была и Министерством культуры Российской Федерации, и нашим правительством, потому что общественная организация, такое мероприятие огромное, просто не осилить. Поэтому я просто благодарен всем, кто поддержал нас. То есть, в принципе, опыт заключается именно в совместном таком действии, а не какой-то борьбе, давайте, нет, не будем и так далее. Именно у нас здесь все идет рука в руку ради благой такой большой цели. Конечно, и даже посмотреть, вот мы воссоздали свое общество в 2015 году, и вот за это время, ну, сколько работы сделано, привлечены федеральные средства, республиканские средства, сколько объектов восстановлено, или, скажем, движение «Сохраним памятники» и волонтерское движение «Сорона Малон Фест», да, вот тоже за счет внебюджетных источников, сколько-то, около 50 памятников восстановлено, да, вот это же, ну, такой хороший цифр, очень уникальный такой, да, момент. Вот, ну, поговорим немножко про участников. Кто на форум приедет, есть ли какие-то знаковые, скажем так, фигуры? Ну, безусловно, здесь вот приезжает, это председатель Центрального совета ВОАПИК Артем Демидов, да, это же он и член Совета при президенте по культуре и искусству. Потом, значит, приезжает главный редактор журнала Михайлов, это федеральный журнал «Охраняется государство». Да, вот. Приезжает, скажем, и вот я уже говорил, Андрей Бадет, это очень крупный специалист по реставрации деревянных объектов. Поэтому вот здесь вот, ну, есть кому задать вопрос и получить правильные ответы. Такой компетентный, да, самое главное. Правильно. Ну и завершая нашу беседу, вообще поговорим про наше отделение региональное. Да? Сколько сегодня членов ПИК в Якутии? Ну, сегодня у нас в нашем порядке 60 человек, ну и вот в этом году еще 9 человек подали заявление. Мы их рассмотрели, приняли, теперь уже направлены документы в Москву, в Центральный совет, чтобы они уже подтвердили, и они тогда станут уже полнокровными членами нашего отделения. И еще больше людей будут заниматься охраной памятников и, собственно, истории и культуры. Руслан Васильевич, спасибо большое, что пришли в студию. Поговорили мы на достаточно важную тему, потому что сохранение истории – важная часть вообще жизни человечества. Пусть форум пройдет успешно, пусть опыт Якутии будет распространяться и на другие регионы, и пусть мы опять будем, так сказать, лидерами в этом направлении. Ну и хорошего дня вам, конечно. Мы сейчас прервемся на короткую паузу, и после чего вернемся, продолжим наш эфир и встречать этот день. Доброе утро. Встречаем новый день, 6 сентября на календаре, день недели среда, это утро Якутии. Ну и вот такая новость. В Госдуме предупредили россиян о блокировке VPN-сервисов в стране. Роскомнадзор старается заблокировать все возможные сервисы в России, поскольку они обходят блокировки и тем самым помогают нарушать закон. Об этом в разговоре с лентой.ру рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Это уже происходит, некоторые сервисы уже заблокированы. Заблокировать все VPN-сервисы в России разом невозможно, потому что постоянно появляются новые, отметил депутат. Также Матвейчев предупредил, что, пользуясь VPN, люди отдают часть своих персональных данных в неведомые страны, и ими могут воспользоваться. Министерство цифрового развития опубликовало проект постановления, который позволит Роскомнадзору также закрыть сайты с информацией о методах и способах обхода блокировок в России. Ведомство хочет расширить критерии, на основании которых в России ограничивают доступ к сайтам.
Вот говоря про утечку персональных данных, например, это всегда чревато какими-то мошенническими действиями в том числе. И, кстати, вот знакомый нам вид мошенничества, когда звонок поступает с неизвестного номера, а потом сбрасывается. Заведующий кафедрой информационной безопасности Александр Баранов пояснил, зачем так делают. Вероятнее всего, звонят мошенники, которые хотят, чтобы абонент, увидев пропущенный вызов, перезвонил им. Такого рода мошеннические фирмы могут заключать договор с оператором, по условиям которого любой входящий звонок на их номер будет платным. Стоить он может до нескольких тысяч рублей, то есть если человек перезвонит, то с него спишут такую определенную сумму. Номера таких фирмы могут брать как в открытом доступе, так и покупая базу абонентов. Как можно обезопасить себя от мошенников? Ну, просто не нужно перезванивать на номера, не принадлежащие к вашему списку контактов. В случае, если это все-таки был важный звонок, а не мошенник, человек вам обязательно перезвонит сам. Если вы подозреваете, что вам все-таки звонили мошенники, то можно просто вбить номер в поисковик и проверить информацию о нем. Также можно добавить нежелательный номер в черный список, однако это не слишком эффективная мера, поскольку номера, с которых поступают звонки от мошенников, могут постоянно меняться. По словам Александра Баранова, вернуть деньги, если их все-таки спишут, в теории можно, но на деле это очень тяжело и затратно, поскольку фактически человек перезвонил мошенникам сам. Ну а перейдем мы к добрым новостям. Скажем так, в эти выходные уже наша столица республики отметит свой 391-й день рождения. И в честь этого события предлагаем вам вместе с нами прогуляться по архивным страницам Якутска и увидеть, как менялся наш любимый северный город. Первый план города Якутска датируется 1770 годом. По нему видно, что строительство велось хаотично. Генерального плана не было до советских времен. Вот я говорила про центр города. Вот как виделся тогдашним архитектором. Да, центр наш, он очень красивый. Он простирался от набережной, да, вот сейчас вот Чернышевская набережная, до парка. В 1939 году утвержден первый генеральный план столицы Якутии, разработанный Ленинградским отделением Института Гипрогор. Они сюда не приезжали. Они просто, ну, как скажем, через 1000 километров они воплотили, скажем, свою мечту, как они видят далекий северный город. В столице должны были проживать до 70 тысяч человек, но развитие города пошло стремительными темпами. Поэтому в 1957 году появился новый генеральный план. Как раз вот когда делали второй проект, сюда приехали топографы, фотографы, геодезисты, которые изучали вообще вот местность, да, территорию города Якутска. И не только как бы специалисты изучали там почву и так далее, но приехали фотографы, которые фотографировали улицы, дома нашего города. И вот, смотрите, середина 50-х годов. Вот некоторых зданий на сегодня нет, но остались вот на таких фотографиях. Городская баня выглядела как дворец. Нынешнее здание Ростелекома имело еще один этаж и было украшено башенкой. Сегодня многих, даже каменных зданий времен 50-х годов прошлого столетия не сохранилось. Взамен появились высотки до 16 этажей. Население города выросло почти до 400 тысяч человек. Якутску по-прежнему не хватает зелени и просторных общественных пространств. Это еще отмечалось во многих планах с XVIII века. Глубокая старина сохранилась только в заложной части столицы. Юлия Михайлова, Иван Сорокаумов, город Якутск. Проект по доставке книг для маломобильных граждан и пожилых «Библиомобиль» запустили в 2021 году в рамках республиканского библиотечного проекта «Читаем все» национального проекта «Культура». В эти дни проект снова возобновит свою работу, и сегодня в нашей студии Анна Павлова, сотрудник Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Анна, доброе утро. Доброе утро. Ну, стоит напомнить, что в 2021 году республика стала самым читающим регионом, а также вот в 2021 году тотальный диктант прошел. Как вообще эти события связаны с идеей создания проекта? Спасибо. Проект «Библиомобиль. Библиотека без барьеров» является ведущим опытом библиотечного волонтерства в Якутии. В рамках волонтеров культуры, нацпроекта культуры и регионально-сетевого библиотечного проекта «Читаем все» Национальная библиотека реализует проект
по социальной реабилитации маломобильных людей, в том числе людей с ОВЗ, лиц старше 65 лет и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вот, наш проект, он очень важный, так как благодаря нашим мероприятиям мы повышаем статус, ну, как-то отвлекаем лиц старшего поколения, да, от будней, ну и как-то мы их развлекаем, в том числе и популяризируем чтение. Ну, опять же, да, культурное просвещение, все-таки книги — это, ну, это очень такой важный момент и духовного развития человека в том числе. А в целом работа направлена, как мы уже сказали, да, это маломобильные граждане, либо там, заболеваниями, с инвалидностью какой-то, да, или, опять же, пенсионеры, да, которым там трудно выйти из дома. А как работа происходит, да, то есть как формируется, может быть, там, список литературы, которую нужно доставить, где ее кто-то ее сам формирует, либо оставляют заявки люди, которые хотят почитать? Ну, для начала я хотела бы сказать о том, что идея нашего проекта появилась в пандемийное время, в 2020 году, ну, когда все мы оказались, грубо говоря, в изоляции, в заточении, но люди хотели общаться между собой, люди хотят всегда читать. И вот мы продумали такой, ну, уникальный формат библиотечного обслуживания, выездное обслуживание на дому именно тех лиц, которые не могут стационарно подойти в библиотеку. И сейчас наш проект также работает. Кстати, хочу сказать, завтра 7 сентября будет запуск нового. То есть Библиомобиль начнет свою работу после того, как в августе у нас были маленькие каникулы. То есть любой желающий может позвонить нам по телефону в наш контакт-центр 455-855 и заказать книги, да? Но еще раз хочу повториться, то, что Библиомобиль выезжает именно для лиц, которые не могут сами физически подойти в библиотеку, то есть им нужна помощь. И вот в пандемийное время у нас даже была такая практика, что мы не только доставляли книги и журналы из фондов Национальной библиотеки, но также были заявки по доставке продуктов, лекарств. Ну, тогда было актуально. Немножко даже переквалифицировались в пандемию. Да, мы формат библиотечный расширяем, ну, то есть это получается уже и досуг, ну, реальная помощь людям, которые вот действительно в этом нуждаются. Ну вот говоря про то, что вот нужно позвонить по номеру, да, в контакт-центр, я так понимаю, контакт-центр библиотеки нашей национальной. Верно. Звонок, оставляется заявка на какие-то книги, в течение какого времени они уже будут у человека? Библиомобиль у нас выезжает по графику 2 раза в месяц, это по четвергам. Вот первый у нас выезд будет завтра, 7 сентября, то есть сегодня есть возможность любому гражданину, жителю, да, нашего города Якутска позвонить и заказать для своих бабушек, может быть, для себя, по любой причине, которые не могут выйти из дома, вот мы доставим любую литературу, ту, которая заказывается. Не более 5 книг, также нам выдается на 2 недели. Если вдруг читатель наш не успевает почитать, да, по разным причинам. Как-то продлить, наверное, да, можно. также звонят в контакт-центр и продлевают еще 2 раза, можно еще продлить на 14 дней. Ну, то есть, по идее, выезжает, значит, Библиомобиль, привозит книгу, потом через 2 недели он собирает новую партию доставок и попутно еще и собирает книги, которые были 2 недели назад отданы. Да, все верно. Это у нас получается как выездной абонемент. Ага. Ну, на самом деле очень интересное такое решение. А что касается непосредственно завтрашнего выезда после каникул, после перерыва, можно ли уже сказать, сколько заявок оставлено? Ну, не в количестве, может быть, книг, а просто в количестве людей. У нас есть постоянные читатели, но так как были каникулы, да, мы, конечно же, на своем официальном сайте дали уже рекламу о том, что возобновляется работа Библиомобиля, но на данный момент, по максимуму, это где-то 10-15 заявок. В том числе мы обслуживаем и пансионаты, где люди старшего поколения и люди с ОВЗ проходят стационарное лечение временно
социальные учреждения временного содержания. Ну вот еще вот вы сказали, что во время пандемии также там продуктами, лекарствами занимались доставкой, доставляются не только книги и журналы. Насколько мы знаем, может быть, знаем неправильно, а еще помогают оформить в том числе и государственные, муниципальные какие-то услуги. Ну, может быть, не все, но какой-то определенный спектр. Да, с прошлого года мы ввели такую практику. У нас есть сектор электронных услуг, который также в рамках Библиомобиля выезжает к людям, которые не могут прийти физически в библиотеку. Наши сотрудники помогают оформить различные льготы, в том числе и по субсидиям. Например, поставить ребенка в очередь в садик, записать в школу, оформить право собственности, выписки ЕГРН, какие-то штрафы оплатить. И сейчас вот с прошлого года мы также оказываем в том числе по оформлению таких вот государственных муниципальных услуг на федеральном портале госуслуги, да, и нашего нашего якутского Якутия, да, как раз вот для таких лиц, в том числе и для семей участников специальной военной операции. Анна, спасибо большое. В двух словах, какие-то вот сейчас новые проекты библиотека готовит, ну, чего-то там стоит ожидать там, в ближайшие месяцы? Да, наша национальная библиотека является форвардом, да, библиотечной вообще среде Якутии. И, естественно, у нас очень много различных проектов. Все они очень уникальные, все очень полезные. Обо всех я не буду говорить, да, но вот, как я уже упомянула, «Читаем все» — это один из самых масштабных наших проектов по популяризации чтения, да, для разных возрастных категорий. Для детей, например, у нас есть замечательный проект в общем, «Белый мир Арктики», да, такая. Да, комплексная. И вот еще хотела бы пару слов сказать. Мы являемся региональным отделением президентской библиотеки Ельцина. И поэтому есть уникальная возможность для студентов, старшеклассников получать прийти. Книги, Нет, наверное. не получают книги, это получается виртуальный, удаленный, электронный читальный зал, но в стенах нашей национальной библиотеки. Очень здорово. Анна, спасибо большое. Удачи в вашей работе, удачи в развитии этих проектов, безусловно, важных, потому что это книги. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Якутия, доброе утро. Сейчас блок новостей. В честь 95-летия заслуженного тренера Дмитрия Коркина в Якутске торжественно открыли мемориальную доску памяти. Новый памятник с бронзовым барельефом установили в доме по улице Дзержинского, где 7 лет жил выдающийся тренер-педагог. В мероприятии приняли участие жители дома, общественность, представители Министерства спорта, воспитанники, а также вдова тренера Александра Коркина. Гости возложили цветы к памятной доске. Выступающие отметили неоценимый вклад заслуженного тренера СССР, давшего начало развитию вольной борьбы в Якутии. Еще раз убедился, что люди знают Дмитрия Петровича Коркина, его уважают и, конечно же, они гордятся им. Поэтому мы очень рады, что сделали желание жителей этого дома. Большим мероприятием в городском парке знаменовалось закрытие летнего сезона. Это лето в Нерюнгри было не только солнечным, но и насыщенным. Впервые были реализованы такие проекты, как кинотеатр под открытым небом, вечера отдыха для первостроителей. Более 1000 зрителей смогли бесплатно посмотреть новые комедии, семейные патриотические фильмы. Полюбились жителям культурные вечера с танцами, играми для детей и взрослых. В следующем году работа будет продолжена, а также нерюнгринцев ожидают новые, не менее интересные проекты, которые организаторы пока держат в тайне. Я думаю, все проекты, которые на территории парка были реализованы в этом году, мы сделаем на ежегодной основе, потому что это действительно очень классное место. Также у нас сейчас прошла обширная реконструкция, и такими событиями мы действительно притягиваем большое количество народу именно туда, чтобы они проводили свой досуг. На самом деле идей много. Мы сейчас разрабатываем планы мероприятий, думаем, как это лучше реализовать, чтобы максимально классно это было именно для населения города Нерюнгри. Так что пока, наверное, мы это озвучивать не будем, но ближе к лету следующему вы обязательно узнаете, какие классные у нас планы и как классно мы будем проводить время.
10 пожилых мирнинок попробовали себя в роли водных гимнасток. В спорткомплексе «Олимп» с сентября начались занятия по плаванию для пенсионеров. Плавчих сопровождал тренер культурно-спортивного комплекса. Занятия в бассейне проходят по программе «Активное долголетие 60+». Теперь занятия в КСК стали доступнее для пенсионеров. Для них будут работать секции акваэробики и акватерапии, стрельбы из лука, футбола, йоги. Все занятия для жителей старше 60 лет стоят 150 рублей в месяц. Мы их готовы поддерживать активно, потому что их долголетие – это наша большая забота. Благодаря поддержке акционерной компании «Алроса», администрации Мирнинского района, эта программа вышла в свет и получила свое действие. Первый всероссийский фестиваль вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства «Место притяжения Сибирь» стартовал в Новосибирске. Лучшие народные театральные коллективы страны выступят на одной площадке. И в их число вошел наш национальный театр танца. Коллектив вовсю готовится к поездке. Репетиции проходят практически нон-стоп. Труппа из более чем 50 человек 9 и 10 сентября представит эпическую постановку «Дети белого солнца». Она повествует об истоках появления якутского народа в суровых арктических краях. 9 сентября мы выступаем в концертном зале «Евразия», 10 сентября в Доме ученых в Академгородке. Меня вот, например, лично мне очень интересно, как пройдет этот спектакль в Академгородке в Доме ученых, потому что это у нас, можно сказать, историческое полотно, да, и научным консультантом этого спектакля является наш известный тюрколог, академик наш Анатолий Игнатьевич Гоголев. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Спасибо, Сергей. Ну, мы тоже подхватим новостную такую тему. Нашумевшая пара кроссовок от русского дизайнера Каньян подтолкнула энтузиастов к созданию другой вкусной обуви. К делу подключились нейросети. Все началось с необычной пары обуви от Upcycle художника Каньян. Массивные кроссовки или даже ботинки наполнены пельменями. Их внешний вид поразит любого, поэтому неудивительно, что они вызвали дикий ажиотаж в соцсетях. Подробнее об их истории мы говорили ранее. На волне хайпа появились также подражатели, вдохновившись пельменными кроссовками. Они, значит, используют, собственно, делают свои версии фуд-обуви и делают это не сами, а при помощи нейросети Midjourney. Собственно, нейросеть сгенерировала все изображения, которые показываются сейчас. Получились кеды, кроссовки, ботинки с фруктами, лапшой, суши и другими вкусными блюдами. Выглядят на самом деле очень аппетитно. Вот говоря про аппетит, говоря про еду, всегда хочется, конечно, не забывать о правильном питании, большого количества овощей в рационе. Вот, кстати, томаты – культура непростая, только трудолюбие и внимание благотворно влияют на их урожайность. Ну и, конечно же, умение правильно выбрать сорт. А вот сортов-то вообще огромное количество, что глаза разбегаются от обилия красочных пакетиков с семенами. Как выбрать самые лучшие? Сегодня вот садовод-любитель Василий Виштак расскажет про один из сортов помидоров, который имеет название хаяхсыт. В Якутии очень короткое лето. И возникла потребность в таких скороспелых сортах, которые дают очень высокий урожай буквально с июля месяца, да? Середины июля. И в нашем институте работал такой блестящий ученый Семен Романович Попов. В одной лаборатории мы с ним работали. Он давно не работает, но он жив-здоров до сих пор. Он создал вот прекрасный сорт хаяхсыт. Хаяхсыт. Это наш якутский сорт? Да. Хаяхсыт – это поселок в Чурапчинском районе, откуда он родом. И вот таким образом увековечил свою, прославил свою родину, да. Чурапчу, и свой наследник. Что он сделал, да? Он поработал с мировой коллекцией томата во Всесоюзном институте растениеводства в городе Ленинграде и подобрал очень такой образец из высокогорья Южной Америки. Так. Южная Америка, люди думают, тропики, да?
Но там есть в Чили кордильеры, такие горы, да, ответвления Андов. И там на высокогорье, Вспоминаем географию, где это... на 4000, 5000 над уровнем моря, на высоте. Там лето только 2 месяца, даже суровее, чем в Якутии. Ого. И там свои помидоры, да? Так. И в свое время ВИР, это Всесоюзный институт растениеводства, привезли оттуда семена и выращивают в Ленинградской области. Семен Романович задумал такое, взял этот образец, скрестил с каким-то, я точно не знаю, с каким-то российским сортом. Мне кажется, это верлиока, такой популярный сорт до сих пор, массовый сорт. И получил очень скороспелый такой сортообразец, хаяхсыт. Он в госреестр не попал. А где можно не купить, успел, кстати? потому что это очень большая бюрократия. Я у него взял эти семена, вот этого вот гибрида, да, между чилийским и российским сортом. Он обозвал его сорт-кандидат можно. Он в госреестре, он официально не сорт, просто его называем сортообразец, хаяхсыт. Он хорош тем, что очень скороспелый, со второй половины июля он уже дает урожай. Я уже дважды снял отсюда большой урожай, и растение все равно продолжает расти, да, давать урожай. И буквально он еще заморозкоустойчивый. Он до середины сентября, даже после первых заморозков силой до -3, он продолжает вегетировать. А вы и накрываете как-то, вот чем-то укутываете? Я не укутывал. В прошлом году они до середины сентября прекрасно плодоносили. Последний урожай я собрал где-то 14-15. Попов добивался того, чтобы люди уделяли минимум времени, да? Очень много времени на обрезку уходит. Вот с этими, на посынкование, так называемое. На посынкование с нашими российскими сортами. Без посынкования, без привязки они не дают большого урожая совершенно. А он нашел такой, вот его сортообразец, не обрезается, не посынкуется. То есть посадили, забыли. Главное поливать. Не забыли его поливать и удалять сорняки только. Минимум времени уходит. Да, повозиться нужно, но не так, как, допустим, с другими сортами. Смотрите, а плоды, вот они такие маленькие или как-то они еще как-то более такими становятся? Плоды не очень большие, но их колоссальное количество. Их много. В прошлом году я такое среднее растение выбрал, да? А по качеству все-таки я ученый человек, поэтому с одного растения сколько можно среднее. Я видел, что очень много, да, дает плодов. И я взвесил. С одного растения 7 килограмм получилось. За один раз? За один раз. Это последняя уборка. Да, а вы говорите, что вы уже снимаете урожай? До этого я покрасневшие снимал. Уже сняли? Раза 3. Раза 3. Ого-го. А в начале сентября Петербург вспоминает свое ленинградское прошлое времен писателя Сергея Довлатова. На улицах появляются его двойники в пиджаках, в лекториях и музеях. Друзья писателя вспоминают разговоры с ним и обсуждают творчество в сложные времена. Программа фестиваля «День Д» была насыщенная. Одним из самых необычных событий можно назвать парад фокстерьеров. Подробности далее. С собаками он нормально лает, а с людьми бывает с осторожностью. У памятника Сергею Довлатову в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна прошел парад фокстерьеров, приуроченный к годовщине дня рождения писателя, а также посвященный памяти его любимой собаки по кличке Глаша. Самые разные представители охотничьей английской породы задорно лают и играют друг с другом. Хозяева с питомцами позируют для совместных фото на память. Гости мероприятия Марина Каныгина и ее питомец по кличке Фокс решили принять участие в параде, чтобы почтить память любимой собаки писателя. Мы здесь память о собачке, почему я с Фоксом пришла, которая была у Довлатова. Фоксик, Глашенька, самая лучшая порода. Самая жизнерадостная, самая шаловпопая, самая активная, в общем, самая универсальная. Годится на все. И на игры, и на защиту, и на работу. И просто, как она Довлатовичу компанию составляла, в любом состоянии, в любом месте. Фокс это подтвердил. Петербурженка Александра Комиссарова отметила, что присоединилась к параду достаточно спонтанно, однако ничуть не пожалела о своем решении.
Мне прислала администратор группы «Помощь фокстерьерам» приглашение. Я решила поучаствовать. Вот, тем более я увлекаюсь литературой, учусь на филологическом факультете. Вот, и обожаю творчество Довлатова. Поэтому решила сегодня присоединиться к параду фокстерьеров. Чувствую подъем очень большой. Я познакомилась со многими владельцами фоксов, которых я знала только в интернете, живьем. Со многими собаками познакомилась. Мне это очень радует. Парад фокстерьеров состоялся в рамках программы «Дня Д» городского фестиваля памяти писателя и журналиста Сергея Довлатова, который в этом году прошел 2 и 3 сентября. Как сообщается на официальном сайте организаторов, программа включает более 70 мероприятий. От кинопоказов, лекций, спектаклей и концертов до экскурсий, мастер-классов, чтений, а также квестов. Если вы также являетесь владельцем питомца, собаки, то, я думаю, самое время, если вы этого еще не сделали, выйти на прогулочку с ним. Тем более наш эфир подходит к концу, поэтому можно смело посвятить какое-то небольшое время этой процедуре. Для того, чтобы по погоде одеться, давайте еще раз вспомним о том, какая погода сегодня у нас за окном. По данным Гидрометцентра, сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах Якутии составила от плюс 6 до плюс 10 градусов. В заречной группе от плюс 3 до плюс 8, в южных от 4 до 8. В Вилюйской группе от 0 до плюс 3, в Нижнеленских от 1 до 10 градусов тепла. В западных от минус 2 до плюс 9, в Колымо-Индигирской группе улусов от 0 до плюс 5. В Янских от 3 до 5, на северо-западе от минус 1 до плюс 5. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 8 градусов тепла, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер востока-северо-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура сегодня днем в Якутске максимум прогреется до плюс 14 градусов. Ну, а жителям Якутска сегодня напоминаем не забыть дожди, потому что небольшой дождь прогнозируется. Поэтому, если вы не любите, когда на вас капает дождь, возьмите обязательно этот аксессуар. А в целом наш эфир подошел к концу. Завтра мы вновь с вами встретимся в этой студии, встретим новый день. Ну а сегодня вам желаю хорошего настроения, плодотворного дня. До встречи.